I will learn more words. Я еще слов выучу. Soon I will be speaking just like you. Скоро я буду говорить уже как вы. Amen? Amen. Amen. It's a real joy to be here with you. Для меня по-настоящему радость быть с вами сегодня здесь. I love this pastor and his wife. Мне очень нравится пастор и его жена. You can meet people for the very first time. Бывает, встречаешь людей первый раз, And the Spirit bonds you for life. и Дух Святой сразу же тебя объединяет на всю жизнь. I feel I've got friends now for all of eternity. Теперь я чувствую, что у меня есть друзья на всю вечность. They have a very sweet spirit. У них такой очень сладкий дух. Whenever I always listen to people, not just what they are speaking, but how they speak. Я всегда слушаю людей не только что они говорят, но как они говорят. And I sense in this couple a Я deep work чувствую of God. в этой паре глубокую Божью работу. And you're very privileged to have this kind of a pastor in this house. И для вас большая привилегия, что у вас такой пастор. Amen. How many other pastors do we have visiting here today? Кто еще из пасторов сегодня пришел в гости на служение, если есть еще пастора? Anybody? Just our brother at the back. Там He's a еще humble man. пастор Виталий поднял руку. Hallelujah. Аллилуйя. Stand with me, let's pray together. Давайте все вместе встанем и помолимся. Lord Jesus, we thank you that you are in this house. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня здесь. You said where two or three are gathered together, there you are. Ты сказал, где двое или трое собраны, там Ты. We have a guarantee today. У нас есть гарантия сегодня. Our God is with us. Наш Бог с нами. Lord, let our faith rise. Пусть вера поднимется. Let us believe this. Да будем мы верить этому. That the God who made the heavens, Что Бог, который сотворил небеса, who holds all things by the power of His word, который держит все словом, силой словом своего, has chosen to be in our midst today. принял решение быть между нами сегодня. Lord Jesus, we welcome you. Господь Иисус, мы приглашаем Тебя. Walk among us. Ходи между нами. Touch our lives. Касайся наших жизней. Change us. Поменяй нас. God, we thank you. Господь, мы благодарим Тебя. Do miracles among us. Сделай чудеса между нами Heal the сегодня. sick. Исцели больных. Raise up those who do not know you. Господь, подними тех, которые не знают God, Тебя begin еще. revival. Господь, начни пробуждение. Right from this place, I pray. Начиная с этого места, In the mighty Господь. name of Jesus. Во имя великое Иисуса. We haven't come to hear another sermon. Господь, не пришли сюда, чтобы послушать еще одну проповедь. We've come to meet with God, Мы пришли, чтобы встретиться с Богом, who is the author and the finisher of our faith. который есть начальник и совершитель веры нашей. Lord Jesus, Господь Иисус, touch us, коснись нас, empower us. укрепи нас. God, we thank you today. Господь, мы благодарим Тебя. Bless this community. Благослови эту церковь, благослови этот город. Bless this nation. Господь, благослови эту страну. Save the president. Господь, спаси президента. Hallelujah. Аллилуйя. God, we give you thanks. Господь, мы благодарим Тебя. I pray today, Я сегодня молюсь. fight against all of our enemies. Господь, сражайся против наших врагов. Give us victory Дай нам победу every single day. в каждом дне. In Jesus' Во name. имя Иисуса. Amen. Аминь. David Wilkerson knows of these meetings. Дэвид Уилкерсон знает, что мы встречаемся с вами. I always email him, Я ему всегда посылаю имейлы по компьютеру. and I also email Pastor Carter, Я также послал имейл пастору Картеру, letting him know what we are doing чтобы сказать ему, что мы делаем and how God is blessing. и как Бог благословляет. And you can be assured of today И вы можете быть уверены сегодня, that both of these great men of God что оба этих великих мужей Божьих know of you and are praying for you. знают о вас и молятся о вас. That God would do a supernatural work in Ukraine. Чтобы Бог сделал сверхъестественную работу на Украине. This is my heart's belief.
Это то, во что я верю в своем сердце. That we are living in very critical times. Что мы живем в очень критическое время. And that God is wanting to do some mighty things among us. И что Бог хочет сделать великие вещи посреди нас. But there is a sense in my heart, Но есть чувство в моем сердце, as I've been traveling around Ukraine, пока я ездил по Украине, that people have become too comfortable что люди слишком расслабились with God по поводу Бога and with their circumstances. и по поводу их условий. I feel that in my spirit, Я чувствую это в моем духе, that God would want to do great things, что Бог хочет сделать великие вещи, but people have become too comfortable. но люди слишком успокоились. You have two choices. У вас есть два выбора. That we take this time now while there is this calm, Что сейчас, пока еще все спокойно, or God will allow a storm to come. и мы можем сейчас позволить Богу действовать, или ждать, пока Бог должен будет допустить бурю, To cause people to cry unto Him. чтобы люди опять стали на Украине взывать к Богу. I believe that God is giving us a season Я верю, что Бог нам дал только сезон, where the Holy Spirit can stir up our pure hearts and minds когда Дух Святой может вдохновить наши сердца и умы. and begin to believe Him for great things. И чтобы мы опять начали верить Ему за великие вещи. Hallelujah. Аллилуйя. I want to share a word with you this morning. Я хочу поделиться с вами словом сегодня. When I was praying about all of these meetings, Когда я молился о всех этих служениях, I just began to jot down some things. я стал записывать какие-то вещи. I was trusting the Holy Ghost to give me a word for you. Я верил, что Дух Святой даст мне слово для вас. And I know that we have gone on a long time already. Я знаю, что у нас уже длинное служение, And you will forgive me if I'm long-winded. но я думаю, вы простите меня, если я немного затяну. You have to forgive me Вам нужно будет простить меня, because you are Christians. потому что вы христиане. If you don't forgive me, Если вы меня не простите, you need to get saved. тогда вам нужно спасение. Amen. Аминь. I will not take advantage of you, Но я не буду сильно брать над вами власть. but I have to unburden my heart Но мне нужно излить свое сердце and tell you what God has given me for you today. и сказать вам, что Бог дал мне для вас сегодня. This Bible is a book of many promises. В этой Библии записаны многие обещания. There's hundreds of promises in this book Здесь сотни обетований в этой книге. that God has bound Himself to these promises. И Бог привязал себя к этим обещаниям. And He's looking to us to hold Him accountable to His own word. И Он хочет, чтобы мы смотрели на Него и верили, что Он сделает это. We make promises, Мы делаем обещания. and sometimes we keep them, sometimes we break them. Иногда мы их исполняем, иногда не исполняем. But God is not a man that He should lie. Но Бог не человек, чтобы обманывать. If He has said it, He will do it. Если Он что-то сказал, Он сделает. And that's where we have got to move our hearts one more time. Это то, куда мы должны переместить наши сердца еще раз. We have got to move to the place that if God, you have said this, Мы должны прийти в точку, где мы говорим Богу: Бог, Ты это сказал, then you will be faithful to do it. и Ты тогда будешь верным, чтобы это сделать. If He said, I will heal the sick, Если Он сказал: Я исцелю больных, then we must move into agreement with God тогда нам нужно согласиться с Богом по этому поводу and believe that He will do it. и верить, что Он исцелит больных. Amen. Аминь. When I got married, I made all of these grandiose promises. Do you have to use the word grandiose? Когда я женился, я сделал эти все грандиозные, но не говори грандиозные обещания. I wasn't sure if you could make the translation. Я не уверен был, если есть слово грандиозное Good in по-украински. English as well as Polonsky as well as Ukrainian. Blah, blah, blah. Теперь я вижу, что и по-украински можно сказать грандиозные. I made all these promises to my wife. Я сделал все эти обещания своей жене. I promise I will love you Я обещаю, я буду любить тебя. all the days of my life. Все дни моей жизни. I will serve. Did I say serve? No. No, I didn't say Я не serve. сказал, что я буду служить. You will serve me. Ты будешь служить мне.
I made all these wonderful promises. Короче, я все это наобещал ей. I was so in love with Я her. так в нее был влюблен. I was saying all kinds of things. Я всякие вещи ей It's говорил. amazing how when we're in love we become blind. Необыкновенно, когда мы влюблены, мы ничего не видим. I was promising all kinds of things to this woman. Я ей все обещал. And then I got married. А потом я женился. To this day, До сегодняшнего дня she holds me to those она мне promises. напоминает о моих обещаниях. She says, you promised. Она говорит, ты обещал. So every morning of my life, Поэтому каждое утро, Pastor, I'm sorry to say this to you. пастор, я извиняюсь, что я вам это говорю. This is going to be a very bad thing. Я знаю, теперь я вам точно насолю. But every day of our life, Но каждое утро нашей when I'm жизни, home, если я дома, I get up in the morning. я встаю утром, I normally wake up about 4:30. я обычно в 4:30 где-то встаю, I get up about 5 o'clock. или в 5, And I go downstairs я спускаюсь вниз, into the kuknia в кухню, and I make coffee я делаю кофе for me для меня and her и для нее. while she lies in bed. Она в кровати лежит, And she doesn't move. и она даже не двигается, She just lies in bed. она просто в кровати лежит. She says, you promised. Она сказала, ты обещал. And so every morning I take my wife coffee in Каждое bed. утро я несу ей кофе в постель. Аллилуйя. I'm sorry, Я извиняюсь, but I'm happy for your wife. но теперь я рад за вашу жену. Tomorrow morning she's going to get coffee in bed. Завтра утром у нее будет кофе в постели. We make these promises, И вот мы делаем все эти обещания, and we're good if we keep them, и хорошо, если мы их исполняем, and we're not that good if we can't. но если плохо, не очень хорошо, если мы их не исполняем. When God was moving His people to this place called the Promised Land, Когда Бог ввел их в землю, свой народ, которая называлась земля обещаний или обетованная земля, the very term Promised Land само название обетованная земля, земля обетованная, it tells us that God has given them a promise. говорит нам о том, что Бог что-то им обещал, обетовал. He said, this place that you're going to is something that I have made a promise in my heart to give to you. Это место, Бог говорил им, куда я вас веду, это что-то, что я решил в своем сердце и обещал вам дать. So we understand this to be a place of many promises. Поэтому мы понимаем, что это было место великих обещаний, And when you множество. read the Old Testament, И когда вы читаете Ветхий Завет, you read about a God who says, I will fight all your enemies. Бог говорил, я буду сражаться против твоих врагов. I'm going to bring you into this land and I will fight your enemies for you. Я веду тебя в эту землю и буду сражаться против твоих врагов. You will begin to reap of lands that you've never planted. Ты будешь собирать урожай, который ты не садил. You will live in houses that you never built. Ты будешь жить в домах, которых ты не строил. You will have grounds that you never plowed. У тебя будут земли, которые ты никогда не вспахивал. And God showed them the length and the breadth of this place that He was going to bring to them. И Бог показал им долготу и широту этой земли, в которую Он собирался их вести. And He said, this whole land is for you. It's my promise to you, to give to you. И Бог сказал, вся эта земля это вам, это мое обещание вам дать это. But there's one thing that you've got to do. Но есть одна вещь, которую ты должен делать. You've got to lay hold of these promises. Вы должны принять эти обещания. And you've got to believe these И вы things. должны верить им. Because you're going to come up against huge walled cities. Потому что ты придешь и ты увидишь огромные крепости и You're going to города. come up against great big giants. Ты увидишь больших великанов. There's going to be some very tough times. Будут трудные времена. They're going to test you at every part of your life. Они будут испытывать тебя на всех уровнях твоей жизни.
And unless you lay hold of the promises, Если только ты не будешь держаться за обещания, then these things will be bigger than you are. тогда все эти вещи станут больше, чем And they will ты. overcome you. И они тебя победят. I've given these things to you. Я отдаю тебе все You это, have got to believe me но ты должен верить мне, that I will go before you что я пойду пред тобой and fight your и battles. буду сражаться за тебя. Hallelujah. Аллилуйя. If you don't, Но если ты не будешь and you don't take possession of this land, и не возьмешь эту землю, then these same people that I'm telling you that you can beat them, то те же самые люди, которых я говорил, ты победишь, they will become thorns in your eyes они станут иголками в твоих глазах and thorns in your sides. и шипами в твоем боку. They will be like thorn bushes in your life. Они будут как иголки в твоей жизни, колючки. And these people will begin to persecute И you. они будут нападать на тебя. And some of the saddest commentary in all of the Bible И одна из самых печальных комментариев во всей Библии, is found in the book of Judges. это в книге Судей. Joshua brought the people in. Иисус Навин ввел людей в землю обетованную. But in the book of Judges, Но в Судьях again and again and again and again and again, you read the same story. раз за разом вы читаете ту же самую историю, That the people failed to take all of the land that God had given to что them. люди не брали во владение всю землю, которую Бог дал им. We have a lot of people who preach about the promises of God only for prosperity. Есть сейчас много людей, которые проповедуют о обетованиях Божьих только для процветания. But I sat under a ministry with David Wilkerson Но я сидел в церкви Дэвида and Уилкерсона Carter Conlon, и Картера Каннелла, and the message was imprinted into my heart by the Holy и Spirit Дух Святой вложил послание в мое сердце, that the promises of God are given to us for two things. что обетования Божьи даны нам для двух Yes, there is вещей. a blessing that comes with the promises of God. Да, есть благословение, которое Бог обещает нам. And like I've said, there's been a lot of people who just want to hear promises so that they can live a better life. И я, как уже сказал, сейчас есть много людей, которые только хотят слышать обещания о том, как они хорошо будут But we жить. don't hear the message that the promises of God are there to protect you. Но никто не проповедует о том, что Бог хочет также защитить тебя через свои обетования. It's by the promises of God that we lay hold of these things, that we stay protected from every attack. Мы защищаемся от всяких атак, когда мы верим Божьим обещаниям. And while things are okay in the land, И когда все пока хорошо в земле, I'm speaking to you today prophetically я говорю вам сегодня пророчески, that there are difficult times that are тяжелые времена, going to become more and more difficult in the world. и эти времена будут становиться все тяжелее и тяжелее по всему миру. We are living in the last days of the last days. Мы живем в конца дней. I'm not trying to scare you, Я вас не пытаюсь испугать. but I'm trying to shake you from being too comfortable. Я вас просто пытаюсь немножко растрясти, чтобы вы не сидели, чтобы вы просто так не расслаблялись. I've seen the soil that this Ukraine has. Я смотрю на эту почву на Украине. It's some of the best, darkest soil I have seen in my entire life. Это, наверное, одна из лучших почв, которые я когда-либо видел в своей жизни. This Ukraine has been the breadbasket of Europe. Украина – это хлебница всей Европы. God has blessed your land, Бог благословил вашу землю. even where my dome is. Даже где мой дом. I dig down for the foundation. Я стал рыть фундамент для основания. I can go 1 or 2 meters, Я могу метр или 2 метра копать, and it's all black и soil. там все еще чернозем. 2 meters of good soil. 2 метра чернозема. There's no stones. Камня нету. There's no rocks. Этих больших камней. I can throw anything in the ground and it grows. Я
Можешь что хочешь туда бросать, и оно расти будет. I heard a story Я однажды слышал that in историю, the Second World что War, во время Второй мировой войны, that the Germans were so amazed что немцы настолько удивлялись этому, by the good soil that Ukraine этой has, почве, которая на Украине есть, that they were loading your soil onto trains and taking it back to Germany. что они снимали чернозем с земли, клали на составы и отвозили в Германию. God has blessed you, Бог благословил вас. Аминь. but I'm living in this village. Я живу в этой деревне, This village has been there for hundreds of years. и эта деревня там уже сотни лет, наверное. And everybody is just sitting comfortably. Но все такие довольные жизнью. It doesn't move them who comes into government. Им не важно, кто президент, кто не президент. They just live in their dome. Они только живут в своем Life goes on. доме. Жизнь They've got their продолжается. svinina, У них есть and свинина, kuritsa. курица есть, They got their potatoes. картошка есть. It doesn't matter what happens around Не them. важно, что там происходит. They keep living. Они просто живут. Nothing changes. Ничего не меняется. But God spoke to my heart. Но Бог проговорил в мое And сердце He says the people in this country и сказал мне, люди в этой are стране living like these people in the village. живут так же, как эти люди, которых ты видишь They в become деревне. too comfortable. Они слишком успокоились. And they cannot see that there's a storm И coming. они не видят, что шторм приближается. Because they think I can just keep living. Потому что они думают, я так буду всегда жить. If I get hungry, Если я I'll проголодаюсь, kill my own svinina. я эту свинину убью. And my kuritsa, А потом курицу, who doesn't give me 2 яйцas если она 2 яйца не несет, each day, каждый день, I told my friends, я сказал своим друзьям, I'm building a kuritsa hotel. я построю отель, гостиницу для куриц. I'm going to make a very comfortable hotel for my Я сделаю такую kuritsa. хорошую гостиницу для куриц в моем дворе. And I'm going to tell them, Я скажу этим курицам, I'm making it nice for you. я для вас хорошую гостиницу строю. When it's cold, you will be warm. Если холодно будет, я там все сделаю отопление. When it's hot, Когда будет жарко, I'll put a fan. я даже поставлю вам вентилятор. But you girls, Но вы, девушки, you've got to give me 2 яйцas вы мне должны 2 яйца давать every day. каждый день. If I come to you Если я к вам приду, and there's 1 яйца, только одно яйцо на суп. and now they give me 2 яйцas. Теперь они мне будут давать 2 яйца. They're too scared not to give me 2 яйцas Потому что они будут бояться. because they think I will. Yeah. Да. It sounds funny, Оно выглядит смешно. and I meant it to be funny. Я и хотел вас немного развеселить, To say to you, чтобы сказать вам, things are changing. вещи начинают меняться. I believe that God has brought me here with my family. Я верю, что Бог послал меня сюда, на Украину, с моей семьей. I don't think of myself as very important. Я не думаю, что я там какой-то важный. Preach the Word of God with authority, Они сказали, проповедуй Слово Божье со властью, because the people are resting потому что люди отдыхают, and they cannot see и они не видят, that there is a storm coming. что шторм приближается. Now God has given us promises, Но Бог дал нам обетование not only to bless us, не только, чтобы нас благословить, but to protect us. но и защитить нас. That when the storm comes, Что когда шторм придет, and when difficult times come upon когда us, сложные времена найдут на нас, then these are the very promises that are going to keep you strong in the midst of the storm. эти самые обетования будут держать вас сильными посреди всех этих испытаний. Now let me read some of these to you. Я потому хочу прочитать вам некоторые из этих обещаний. Turn with me in Jeremiah chapter 32. Давайте откроем книгу Иеремии, 32 глава. And I want us to read from verse 37 down to verse 41. Я хочу, чтобы мы читали с 37 стиха до 41. Вот, я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место это, и дам им безопасное житие.
Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И будут радоваться о них, благотворя им. И насажу их на земле этой твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Here the scriptures show us very clearly. Здесь эти писания показывают нам очень ясно. God was speaking to His people. Бог говорил к своим людям. But we know that in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, Но мы знаем, что во 2 Коринфянам 1:20, that all the promises in Jesus Christ are yea and amen. что все обетования во Христе Иисусе Божии да и аминь. That we can lay hold of these promises. Что мы можем также ухватиться за эти обетования. Here God says, I will gather my people. И здесь Бог говорит: я соберу мой народ. And I will cause them to live safely. И я сделаю так, что они будут жить безопасно. I will be their God. Я буду им Богом. When God says, I want to be your God, Когда Бог говорит: я буду твоим Богом, He says, I want to protect you. Бог говорит: я буду I want защищать to тебя. guide you. Я буду I направлять want to тебя. bless you. Я хочу благословлять I тебя. want to be with you. Я хочу быть с тобою. Listen to what He says. Смотрите, что Он говорит. He says, I will give you one heart. Я дам вам одно сердце, And сердце one way. единое, и один путь. I'm not going to give you a double mind. Я не дам вам сердце You раздвоенное. will know this is the way, walk ye in Вы it. будете знать: вот путь, иди по нему. And God says, this is what I'm going to do for you. И вот Бог говорит, что я сделаю And для He тебя. says, if you take hold of my promises, Если ты будешь держаться за мои it will обещания, affect you and then your children and your children's children. это будет относиться, это коснется тебя, а также и детей твоих и твоих внуков. He gives us a covenantal promise Он дает нам заветное обещание, that God will not turn away from you at any time. что Бог никогда не отвернется от тебя по этому завету. It doesn't matter what you face in life. Неважно, через что бы ты шел в жизни. This verse of scripture here, Это место Писания в Библии God здесь. says, I will not turn away from you. Бог говорит: я от тебя не отвернусь. We've got this thing in our mind. У нас в голове такое The мышление. moment we do something that's not right, Когда мы что-то сделаем that неправильно, God turns away from Бог us. от нас отворачивается. I want to give you a promise Я today, хочу дать тебе обещание not сегодня. because it's coming from my mind, Не потому, что это из моего but ума, from the very word of God. но из Слова This is Божьего. what the Bible says Вот to что you, Библия говорит тебе. that wherever you go, Куда бы ты ни шел, whatever you do, что бы ты ни whatever делал, circumstances you find в yourself, каких бы ситуациях ты ни however the оказался, attack is coming against какая you, бы атака ни была против тебя, when they come in 7 ways, даже если с 7 разных сторон, and you feel that you are и overwhelmed тебе кажется, что тебя это уже поглотило, with great difficulties, с огромными if трудностями, they difficulties at home, может у тебя дома, in your city, может быть у тебя в people are городе, talking about люди you, о тебе разговаривают, attacks that come against your mind. атаки на ум. In New York City, В Нью-Йорке it is always an attack for your mind. на нас всегда атаки на ум. You can wake up in the morning and read your Bible, Утром просыпаешься, Worship the Библию Lord. почитал, прославил but Господа, the moment you go into the и city, как только спустился в there город, comes this attack against the начинается mind. атака на ум. You're always thinking thoughts like, I'm not good enough. Ты всегда говоришь себе: я какой-то плохой, God doesn't love me. Бог меня не любит, This person is better than me. этот человек лучше, чем я. Always this attack in the mind. Постоянно эта атака на ум. And God has taught us over and over И again. Бог нас учил все постоянно. You cannot listen to the devil when he lies into your head. Не слушай дьявола, когда он тебе посылает мысли. He's always going to come to you and give you Он lies. всегда приходит и обманывает. Mother, you're not a good mother. Мама, ты плохая какая-то мама. Father, you're just a loser. А папа, ты такой плохой отец. This pastor's not that great. Этот пастор плохой. This pastor's not that good. Этот пастор плохой. Only if I could only be in Times Square О, Church, если бы я только был в церкви на Таймс-сквер. then it would be wonderful. О, наконец-то все было Are you хорошо. kidding me? Вы шутите. The devil attacks us there just as much as he attacks you here. Дьявол нас так же достает там, как и вас здесь. Amen? Аминь.
But here is a promise from God. Но вот обещание от Бога. He says, I will not turn away from you in your time of need. Я не отвернусь от тебя во время, когда ты будешь в нужде. Hold God to this promise. Возьми и напомни Богу об этом обещании. You can be sure that if things are going good for you today, Ты можешь быть уверен, если все у тебя хорошо сегодня, wait 5 minutes. еще подожди 5 минут. There's a problem already on its way. Уже какая-то проблема назревает. And then don't come crying. И не приходи, не плачь. I didn't know this problem was going to come. О, я не знал, что это No, we give такая you a проблема warning будет. today Возьми, прими это предупреждение сегодня. that there is a God И вспомни, что есть who Бог, has promised never to turn from you. который обещал никогда от тебя не отвернуться. I'm going to prove this to you today Я сегодня вам это from the докажу Word of God из Слова so Божьего, that your faith can rise up чтобы вера ваша поднялась, and that you can believe Him и чтобы ты мог верить in the Ему most difficult в times. самые сложные времена. He says, I will not turn away from them to do them good, Я не отвернусь от них ко благу их, but I will put my fear in their hearts. но я вложу страх мой в них. This is not to be afraid of God, Это не для того, чтобы бояться Бога, but this is a reverence for God. но это уважение пред Богом. I will put such an awe in their Я heart вложу такое благоговение в их сердца, that they will honor me above the problem. что они будут меня уважать больше, чем проблему. Sometimes we get our eyes on the problem Иногда мы смотрим так сильно на нашу проблему, when God is saying, I'm bigger than the а problem. Бог говорит тебе, я больше, чем твоя And проблема. He says, this is one of the promises I'm going to give to И you, вот это одна из обетований, которые я даю тебе, that you will respect me что ты будешь уважать меня more than what the devil says, больше, чем то, что дьявол говорит. that I am awesome, Что я I великий, am great, я могучий, and that I will come to your aid. и я приду, чтобы тебе помочь. In verse 41, В 41 стихе, it says that I will rejoice over them. и буду радоваться о них, там говорится. I heard the pastor today. Я слышал, как пастор говорил сегодня. He was saying, you people are very quick to sit down. Он говорил, вы люди сразу плюхаетесь на сиденье, как только можно. Плохо. Плохо. Bad. Плохо. Is bad плохо? Yeah. Yeah, bad. Плохо. I was sitting down. А я в тот момент сидел. I thought he was speaking to me. Я думаю, ну вот, и мне уже досталось. I was immediately convicted in my heart. Сразу Дух меня стал обличать, Святой. And then I'm thinking to А myself, потом думаю, maybe I should stand. может мне встать? Well, I shouldn't stand Но immediately подожди, сразу нельзя вставать. because then he'll think that I'm standing because he just said something. Тогда он подумает, что вот точно я ему сказал что-то. Oh, I just keep sitting. Тогда нужно сидеть. Well, I can't keep sitting. Подожди, так я же не могу сидеть. Amen. Аминь. But he said something else today. Но он сказал также что-то сегодня, He said we should be rejoicing. что мы должны радоваться. If you don't rejoice here, Если ты не радуешься здесь, you're going to find yourself in heaven. I love that и thought. мне это очень понравилось, если ты здесь не радуешься на земле, то на небе Doing something that you didn't like doing here. будешь всю вечность делать то, что тебе здесь не нравилось. Now you have to do it for all eternity. Теперь всю вечность нужно это делать. Oh dear. Ой-ой-ой. But here the scripture says Но вот Писание говорит, that God rejoices over us. Бог радуется о нас. It's hard for me to understand this. Для меня трудно это понять. I grew up in a family Я вырос в семье, where I never knew the love of my mother or my father. я никогда не знал любви от папы или от мамы. I lived in a very good home. У нас была хорошая My семья. parents had a lot of money. У моих родителей было много денег. I could do whatever I wanted. Я мог делать, что хотел. My mother and father gave me lots of money. Мама и папа постоянно давали мне деньги. I had a good life. У меня была хорошая жизнь. I had У motorcycles. меня были мотоциклы, хорошая одежда. I could do anything. Я что хотел And делал. they kept giving me И money. они мне I продолжали давать had деньги. very good parents. У меня были хорошие родители. But I cannot tell you to this Но day. я не могу до сегодняшнего дня I do сказать not вам. remember one time Я не помню, чтобы хотя бы один раз, that my father ever put his hand on my что shoulder мой отец один раз положил руку на мое плечо and said, "You're a good kid." и сказал мне, ты хороший мальчик. I never
remember one time Я не помню ни одного раза, my mother holding me. чтобы моя мама меня обняла. In fact, I remember this occasion. Даже я помню такой случай. I was only 5 or 6 years of Мне age. было 5 или 6 лет. And I would go to school and I would see all my friends. Я пошел в школу и вижу, как все мои друзья, Their mothers would hug them and give them a kiss. когда к ним мама приходит, они их обнимают, чтобы забрать из And then they школы. would go off to school. Целуют их и берут домой. And I was only 5 or 6 years of age. Мне было 5 или 6 лет. And I thought, oh, I want my mother to do the same Я to говорю, me. о, я хочу, чтобы моя мама тоже мне так сделала. And so I had this in my head. Я поэтому думал в I голове, was about 6 years of мне было age. лет 6. And I've got 2 sisters and a У brother. меня еще было 2 сестры и брат. And I remember sitting at the table, the breakfast table. Я помню, я сижу, мы кушаем завтрак, And then I got up and I got my и bag. потом я встал, взял свой And I'm just a little guy. ранец, и я такой маленький человечек. And I went to my mother. Я подошел к своей маме, And I put my face up to hers, я так протянул к ней свою щеку, expecting my mother to hug me and kiss me что думал, что она меня обнимет и поцелует on my head в лоб and send me to school. и пошлет меня в школу. I just thought it would happen. Я думал, что так будет. And then when I got there, И когда я к ней подошел, she went like this. она вдруг от меня She отшагнула, pulled back. сделала шаг назад. And she said, what are you doing? Говорит, ты что это делаешь? And my brother and my sisters began to laugh. А эти мои братья, сестры и брат стали хихикать. I said, I just want a kiss. Я говорю, я хотела, чтобы ты меня поцеловала. And she said, don't be so silly. Она говорит, да не занимайся глупостями. And that hurt went deep into my heart. И эта обида зашла глубоко в мое сердце. I don't remember my parents Я не помню, что мои родители ever loving on me когда-нибудь меня любили. or saying you're a good kid. Или говорили, что ты хороший сын. That hurt at 6 years of age, Вот эта обида в 6 лет, that tiny little hurt, маленькая обида, began to grow in a very big rejection. стала расти во мне в большое в чувство отверженности. And only many years later, И многие годы спустя, as a Christian, уже когда я был христианин, that God removed that rejection out of my life. Бог достал эту отверженность из моего сердца. So it was very difficult for me to read these kinds of Поэтому scriptures. для меня было всегда трудно читать такие места из Писания. That God rejoices over us. Что Бог радуется о нас. I could read this and I would quickly go to the next Я verse. мог это прочитать и шел в следующий стих. Because I couldn't believe that God would be happy with me. Потому что я не мог понять, чтобы я был приятен Богу. And I know here today, И я знаю, что сегодня there's здесь many of you многие из вас, who've got the same hurt, the same rejection. которые также живут в отверженности. And you long for the love of God, to know the love of И вы God. хотите знать любовь Божию. But in this culture, Но в этой культуре we don't show our affections too мы much. сильно друг другу любовь не показываем. It would be unbecoming of a Ukrainian Это, если бы такое началось, ты уже тогда не украинец. to give us a big hug and say, I love you. Чтобы так обниматься сильно, говорить, я люблю тебя. So when my children were growing up, Поэтому, когда мои дети I said in росли, my heart, я сказал в своем I'm going to сердце, hug them every single day. я их буду каждый день обнимать. So my 2 дочkas or Поэтому девочkas, мои 2 дочки, both of them, обе, they grew up all of their life, всю жизнь, every day of their life. каждый день их жизни, They could never leave the house они не могли выйти из дома, without getting a hug from Papa пока их папа не and обнимет. a kiss on their forehead И поцелуй в их лоб. and telling I love you. И чтобы я им не сказал, я люблю вас. My son, Мой сын, I would hold him tight я его сильно крепко and I обнимал. would put a kiss on his cheek. Я его целовал в щеку. And he would, when he was growing А он up, уже такой взрослый he would say, становился. Он oh, говорит, daughter, папа, don't do this. не делай это. I say, get here, А я boy. говорю, ну иди сюда. I don't care what you think. Мне не важно, что ты там You get one говоришь. right here. Сейчас прямо Oh, тебя but my поцелую. friends are there. А ну там мои друзья I don't стоят. want them to see that Я my не хочу, father чтобы папа did. меня целует в I say, щеку. you get here, А ну boy. иди сюда, говорю. I'm your father. Я твой папа. I brought you into this world. Я тебя родил. I can take you out. Я тебя могу и назад послать. И целую его в щеку. To this day, До сегодняшнего дня. he's married. Он уже женат, He's got 4 children. 4 детей у него.
But when he sees his Но papa, когда он видит своего папу, he comes and he gives me a kiss он приходит и меня целует в щеку, on my cheek. мою щеку. It touches me deeply Это меня сильно касается, because I never got it. потому что у меня такого в жизни не было. And now my own son, И теперь мой собственный сын, unashamed, не стесняясь, hugs his papa обнимает своего папу and he puts a kiss on papa's cheek и целует его в щеку. and touches me deeply. Это меня сильно касается. But this is God. Но это Бог. God does the same to you. Бог делает то же самое с тобой. He rejoices over you. Он радуется о тебе. He is happy Он счастлив, that you are in the house of God что today. ты в Доме Божьем сегодня. He is rejoicing over your life. Он радуется о твоей жизни. He is sad when you don't believe him. Он печалится, когда ты не веришь Ему. He hurts when you hurt. Ему больно, когда тебе больно. But I want you to know today, Но я хочу, чтобы ты знал there сегодня, is a God in heaven есть Бог на небе, that even as I am speaking now, что даже когда сейчас я under the говорю, authority of the Word of God, на основании власти the God Слова that I Божьего, serve Бог, is которому я rejoicing служу, over me as His Son. Он радуется мне, а как о своем He Сыне. holds me. Он обнимает меня, и Он любит I меня. wake up in the morning. Я просыпаюсь утром, Доброе утро! говорю «Доброе утро», Добрый ранок! «Добрый ранок». And He says, I love you. Он говорит «Я люблю тебя, сын». Hallelujah. Аллилуйя. He's rejoicing over you. И Он радуется о тебе также. Can I go a few more minutes? Еще немножко можно проповедовать, пастор? Аминь. You sure? Аминь, аминь. I'm under authority. Потому что я под властью, пастор. He is my papa today. Он мой папа сегодня. If I see him go like this, Если он будет так делать, I'm a kuritsa about to have my head cut off. значит, что я курица, и мне будут сносить голову. Come with me to Luke, Давайте откроем Луку, chapter 22. 22 главу. I want to show you how the promise of God works. Я хочу показать вам, как обетование Божие работает. This is important for you to see. Для вас это важно увидеть. Because we can preach some promises of God. Потому что мы можем иногда проповедовать But обещания unless you Божьи. see them in action, Но если вы не увидите это в действительности, you won't believe they are real for you. тогда вы не поверите, что они реальные для You will вас. just hear this as a good preach. Вы просто услышите это как хорошая проповедь. But in Luke chapter 22 verse 31, Но в Луке 22 глава 31 стих, just read 31 and 32. только 31 стих и 32 прочитаем. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Here we have the Son of God. Здесь Сын Божий. How many of you believe that if the Son of God prayed for you, it would happen? Кто из вас верит, что если бы Сын Божий помолился за вас, эта бы молитва была отвечена? Да. Да, This is the Son of God. это Сын Божий. If I was Simon, Если бы я был Симон, I would have turned to Jesus immediately. я бы повернулся сразу к Иисусу. I would have asked him, what kind of an attack is this coming? Я спросил бы у него: подожди, а за что ты молишься? Какая атака на меня идет? And maybe I will not understand it. И, может, я ее не пойму, But thank you for praying for но me. спасибо, что ты за меня I молишься. believe that this promise you're giving to me Я today, верю, что то, что ты сегодня мне обещаешь, the promise that your prayer что твоя for молитва me за меня, is going to come to pass. она сбудется. If I was Peter, I would take that promise. Если бы я был Петр, я бы схватился за это обещание. I wouldn't be making bold Я бы не statements. обещал там сам I'll чего-то. die for you. Я за тебя Don't умру. worry about Не this. волнуйся, Иисус. That was Peter's heart. Но это было так в сердце Петра. Because he wasn't seeing that this was a promise from God. Потому что он не видел это как обещание от Бога. He couldn't see that God himself Он не видел, что сам Бог was giving him an assurance, давал ему обещание, a promise, а уверенность, that he would be there for him что он будет с ним in his difficult в times. его трудные времена. Now turn over to the next verses. И теперь давайте дальше смотреть. I want to show you something here today. Я хочу вам что-то показать сегодня.
Peter denies Jesus 3 times. И Петр откликается от Иисуса 3 раза. And now look at this verse 60. This is the last time that Peter denies him, and I want you to read verse 61 and 62. 60, 61, 62. И Read вот в those. 60, 61 стихе, 62 Петр отрекается от Иисуса уже последний раз. Я хочу, чтобы мы это прочитали все вместе. Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышел вон, горько заплакал. This is an amazing portion of Scripture. Это необыкновенное место Писания. Because Peter is warming himself by this fire. Потому что Петр He's греется около already костра. denied Jesus 2 Он times. уже 2 раза отрекся от Иисуса. And then on the 3rd time that he denies И когда Jesus, 3-й раз он будет отрекаться от Иисуса, he looks up and he can see through the door он смотрит и видит через дверь, in the palace. там во дворце, He can see the corridor. он видит коридор, And he can see Jesus walking by. и он видит, как Иисуса ведут. They've got Jesus bound. Его связали, They have been smiting him. его уже били, They've been mocking him. над ним издевались. And as Jesus walks by, Когда Иисус проходит мимо, this is what the scriptures tell вот us. что Библия говорит, Peter looks up он смотрит, and he sees Jesus он видит Иисуса, being led away. которого уводят. And in that moment of И time, в этот момент Jesus turns Иисус поворачивается, and looks at Peter. смотрит на Петра. I used to always read this scripture Я всегда читал это место Писания. that maybe Jesus looked at Peter with disappointment. Я думал, может быть, Иисус посмотрел на Петра с печалью. How could you do this to me? Как ты такое мог сделать, I Петр? used to always read this that maybe Jesus was very sad. Я думал, что, наверное, Иисус был очень расстроен в тот момент. You have to ask yourself these kinds of questions. Задавайте себе эти вопросы. Yeah, Peter has just failed miserably. Петр только что сделал, так сильно упал. The man that he's walked with for 3 years, he is now denied. Человек, с которым он ходил 3 года, теперь он от него отрекся. It's the worst kind of failure. Это самое худшее падение. A man who says, I don't know him. Человек, который говорит: я не I don't знаю know what you're его. talking Я не about. знаю, о чем вы говорите. I don't know this man. Я не знаю этого человека. One of the Gospels says he even begins to curse. В одном из Евангелий даже говорится, что он начал ругаться. You're talking about such bad. Такое сильное падение. Now we have to believe one of 2 things. Теперь нам нужно верить одной из вещей. Either God speaks truth Или Бог говорит правду, and he gives us a promise когда обещает нам, that he will be with us когда говорит, что Он будет с нами in our weakest moments. в наше самое, Very что в disapproving. этот момент Бог смотрит на меня с большим укором во взгляде. But I want to tie this with Jeremiah. Но я хочу это место Писания отнести к тому, что мы прочитали в Go back to Jeremiah, Иеремии. Давайте вернемся в Иеремию, chapter 32 32 главу, and verse 40. 40 стих. Read it again. Давайте прочитаем еще раз. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». See, the Bible tells me Библия говорит мне, God is bound to his promises. Бог привязан к своему обетованию, обещанию. That even when Peter failed, Что даже когда Петр упал, and Jesus, the Son of God, walked by, и Иисус, Сын Божий, проходит мимо, this promise of Jeremiah это обещание в Иеремии came into action. пришло в действие. I will not turn away from you. Я от тебя не отвернусь. You might have turned from me, Может, ты от меня отвернулся, but the promise of God, но обещание Божие, I will not turn away from я you. от тебя не отвернусь.
That's the look that Jesus gave. И это то обещание, с Now таким it makes обещанием sense to me. Иисус посмотрел на Петра. God could not do anything more than look to him and say, I'm not turning from you. Он ничего другого не мог видеть во взгляде Иисуса, как только я не отвернусь от тебя, I Петр. knew you were going to fail. Я знал, что ты I prayed for you. упадешь. Я молился за And in тебя. your time of И weakness, во времена своей I still слабости don't turn from you. я все еще от тебя I still не love отворачиваюсь. Я все еще I люблю still тебя. care for you. Я все еще о тебе Begin забочусь. to believe my word. Начни верить моему That слову. when you get converted, Что когда ты обратишься, or in Петр, other words, when you begin to believe these когда things, ты будешь верить этому всему, strengthen my church with these promises. укрепи мою церковь этими обетованиями. Strengthen the brethren. Укрепи братьев. Teach them. Учи их. Preach to them. Проповедуй им. Tell them. Скажи им. God is not mad with them. Бог на тебя не And злится. even when you are weak, Даже когда ты God слабый, is still loving you. Бог все еще любит тебя. God is still turned towards you. Бог обращен к тебе. When you stumble, Когда ты don't спотыкаешься, run from God. не убегай от Бога. Be like the prodigal son. Будь как сын, который блудный сын. Go to the Father. Возвратись к Отцу. The Father saw him a far way off, Отец увидел его еще сдалека. sitting on the porch. Может, он сидел у себя на лавочке около дома. And he saw his son coming to И он him. увидел, как сын возвращается. His look towards him Он смотрел в его сторону. was not a look, oh, there's my loser. И он не сказал в своем взгляде: о, вот мой There's сын my идет. bad son. Вот он мой плохой сын. Look, he's a mess. Посмотри только на него. He looks terrible. Как он плохо выглядит. Serves him right. Вот это вот ему подходит. No. Нет. No. The promise of God is true. Но обещание Божие правильно. The father said, there's my son. Отец сказал: вон сын мой. Он встал And he began to run towards the son. и начал бежать к сыну. Before the son even got to him, Прежде чем еще как сын подошел his к нему. father was running. Отец бежал к нему. I can see this man with a beard. Я представляю этот человек с бородой. Gray hair like me. Седые волосы, как у меня. Running towards his son. Бежит как к своему сыну. And the Bible says when he embraced his son, И Библия говорит, когда он обнял своего сына, he kissed him. он поцеловал его. Actually, the Greek says, В греческом when переводе, you read the кстати, original если вы language, будете читать оригинал, the father began to plant kisses all over his head. написано, что он стал его обсыпать поцелуями. Fell on his neck. Упал ему на шею и стал его целовать. I love my son. Я люблю своего сына. This is the picture of God Это картина Бога to you. для тебя. You might not be loved by your husband, Может, тебя не любит муж, or by your wife, или твоя жена, or by your children, или твои дети, or by your community. или твой город. But I got good news for Но you. я хочу сказать тебе, God loves you. Бог любит тебя. Hallelujah. Аллилуйя. It's time for some of you to let God hug you. Вам некоторым пришло время позволить Богу себя обнять. Amen. Аминь. Time to lay hold of the promises of God. Время ухватиться за обещание Божие. I've got so much more. I wanted to go to Peter Я хотел Петра еще читать, because he's the perfect man потому что это хороший пример. to show us how God will build us up. Показать нам, как Бог взрастит нас. But I've gone too long. Но я уже долго проповедую. Today, Сегодня two things. две вещи. Number one, Первое. tough times are coming. Сложные времена грядут. They may come very quickly for you in a marriage, Они могут быстро войти в твою In your жизнь. business. Может, в твоем бизнесе или семье. with people round about. Может быть, с людьми, которые окружают тебя. I think of Pastor Vitili, Я думаю о пасторе Виталии, who tonight we're going to lay hands on him которого сегодня мы будем рукополагать. and we're going to set him in as a pastor. И мы установим его как пастора. We're going to anoint him with oil. Будем помазывать его маслом. I thank God for this man here Я благодарю Бога за этого пастора здесь, who has committed to stand with you. который решил поддерживать вас, стоять вместе. You're doing the right thing, sir. Вы делаете правильное дело.
Пастор. We have a witness В нас есть свидетельство Духа, that God is going to be doing some great things. что Бог будет делать великие вещи. But I want to tell him, Но я хочу сказать ему, even though this is going to be a marvelous night tonight, что хотя сегодня будет прекрасный вечер, there are going to be attacks that are going to come against you. будут атаки, которые придут There's против going to be тебя. attacks Будут because you're атаки, standing with this man будут атаки на вас, потому что вы поддерживаете его. that will come against this church. Даже, может, против этой церкви. But a greater attack is coming. Но гораздо большая атака идет. The world we live in is changing. Мир, в котором мы живем, стремительно меняется. Things are not going to get better. Лучше не станет. They're going to get worse. Станет только хуже. It's time to stand on God's promises. Время становиться на Божье обетование. I will never leave you Я никогда не оставлю тебя, nor forsake you, я не покину тебя, says the Lord. говорит Господь. Amen. Аллилуйя.